Всем привет, мои дорогие! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Астарта Сантия, и мы делаем расклад его мысли, чувства, действия, планы на недельку с 27 января по 2 февраля. Небольшая реклама, подождите, не нажимайте на тайм-код. Я открыла второй канал. Обратите, пожалуйста, внимание. Ссылку я на него дам в описании к видео и дам ссылку в конце видео в заставках и подсказках. Интересный канал, там будет магия. Обратите внимание, именно магия карт. Если кому-то интересно, пожалуйста, полюбопытствуйте. Последние новинки, как обычно, в описании к этому видео. Ссылочки на них будут выложены. И выбирайте свой вариант. Я перехожу к первому. Ну что, первый вариант, смотрим вас. И мысли мужчины о вас. Карта медведь, гроб, кольцо. Ну, во-первых, мужчина прислушивается к себе, к своим чувствам, к своей интуиции относительно вас. И она ему подсказывает, что вы ему важны. Судя по кольцу, мужчина хочет в мыслях вам что-либо предложить. Причем смотрите, как интересно. Хочет проявить себя по отношению к вам сильным, мужественным мужчиной, заботливым таким альфа, защитником, который всегда будет рядом, который всегда поможет, спасет, подскажет, подставит свою спину, закроет. В общем, все мужские качества, которые и должен проявлять нормальный мужчина по отношению к своей даме. Он в мыслях этого хочет, этого желает. И потом, смотрите, далее у нас идет карта гроб и затем карта кольцо. Вот здесь происходит у него в мыслях, будет происходить на этой недельке, некоторая трансформация. Мужчина захочет изменить отношения с вами, перевести их в другое русло, на другой уровень. Потому что он обдумывает, анализирует некое предложение, которое он хочет вам предложить, которое он хочет вынести на ваш суд. И причем, знаете, такое ощущение, что он собирается с силами, собирается с мыслями, берет себя в руки, знаете, всю волю собирает в кулак и желает вам что-то предложить. Почему? Потому что, смотрите, на сердце у него вы, на сердце у него любовь к вам. Вообще тут карты замечательные. Карта Солнце, ваша карта Бланка и карта Сердца. Здесь мужчина влюблен однозначно. Здесь он видит и на сердце вас содержит. Здесь такое ощущение, что он хочет как начать новый виток своей жизни. Солнце как новое, хорошее, положительное начало. И причем это начало с вами и любовь с вами. То есть здесь даже не хочется ничего добавлять. Здесь абсолютная любовь и чувства, такие чувства глубокие, открытые и любящие. Такие теплые, яркие. Далее действия, карта коса, всадник и лиса. Вот здесь опять же, с одной стороны, он, скорее всего, это предложение на ваш суд таки вынесет, что-то вам предложит, какую-то весточку вам принесет. Причем он это все проанализировал, он это все продумал до мелочей, он для себя сделал какие-то выводы, и все это он вам предложит, все это он вам изложит, придет к вам с каким-то предложением, с каким-то результатом, с каким-то, может быть, подарком, или такое ощущение, что скажет вам: люблю, не могу, трамвай куплю, вот у меня есть вот это, я могу тебе дать вот это и вот это, и предлагаю тебе вот то, и вот то, и вот то. И будет ждать от вас решение. Причем, смотрите, он где-то даже может схитрить, где-то даже может сюлить, лишь бы вы согласились, лишь бы вы дали свое согласие. У нас в действиях выпала карта лиса. То есть здесь мужчина все хорошо продумал, все хорошо проанализировал, учел все тонкости, все те моменты, которые позволят вам, я не знаю, как-то найти лазейку, или как-то из его рук ускользнуть. В общем, здесь мужчина такой прагмат и аналитик, который все хорошо продумал, лишь бы вас удержать в своих сетях, лишь бы вы остались с ним.
И предложение, скорее всего, от него поступит на этой неделе. Далее. Но какого рода предложение? Здесь не обязательно предложение руки и сердца, да? Обратите, пожалуйста, внимание. Здесь просто может мужчина вам предложить, не знаю, съехаться, например, или может предложить совместно куда-то съездить в теплые страны. В общем, здесь вот мужчина предложит вам проводить вместе время, быть вместе и, в общем, ваши чувства, ваша любовь как-то он захочет укрепить, поддержать и направить. Дальше планы: карта сад, карта метла и карта горы. Вот как, о чем я вам и говорила. И даже, смотрите, и даже его сигнификатор и сигнификатор ваших отношений. Давайте начнем по порядку, чтобы вы понимали. Давайте с его сигнификатора. Вот тут мужчина на развилки. Тут мужчина думает, как я вам уже и говорила, да, некое предложение хочет вынести на вас суд, на ваш суд. Предложение может быть какого плана? Как я уже и сказала, поездка, да, куда-то совместная, например, отдых, отпуск, какие-то теплые страны, либо он хочет предложить вам именно ваши совместные отношения, да, вывести на другой уровень, перейти на другой план уже. И он это вам и предложит, он к этому стремится, он об этом думает и будет думать на всей предстоящей недельке. Вот мужчина на неком распутье. Мужчина на перекрестке, который позволит ему жизнь изменить. Далее. Сигнификатор ваших отношений. Карта дом. Но достаточно теплый, гармоничный, хороший, любящие отношения. Такие теплые отношения такой вот пары, которая уже вместе и желает, хочет, стремиться к тому, чтобы отношения все-таки перевести в ранг, скорее всего, семейных. И планы. Карта сад, карта метла и карта горы. Вот здесь, как я сказала, мужчина, скорее всего, вам предложит какое-то совместное времяпрепровождение. Мужчина будет с вами открыт. Мужчина скажет, что да, есть некие препятствия, но он всеми силами, всем своим сердцем стремится их преодолеть, и уже он на пути. Он уже эти препятствия он преодолевает. Он почти на эту вершину забрался. И, конечно же, здесь карта метла, во-первых, может говорить о его неуверенности, о его каких-то опасениях. Но в окружении этих карт еще может говорить о желании, об интиме с вами. И причем это желание крепкое, это желание такое прямо горячее, это желание очень и очень сильное по отношению к вам. И он делает все, чтобы реализовать свои мечты, свои стремления, быть с вами ближе и, конечно, реализовать свои фантазии по поводу интима. Карта метла у нас иногда показывает интим, да, даже не иногда, а зачастую страсть, любовь, интим и все, что с ними связано, все сопутствующие мероприятия. В общем-то, очень даже приятная, очень даже любящая, гармоничная неделька для вас, единички. Я желаю вам всего самого хорошего. Пусть сбудется положительный прогноз. Пусть ваша жизнь будет полна любви, гармонии, процветания, счастья, здоровья. С вами была Астарта Сантия. Перехожу к варианту номер 2. Ну что, двоечки, смотрим вас и его мысли, чувства, действия на недельке с 27 января по 2 февраля. Но начало недельки для него не самое лучшее, не самое легкое. Здесь какие-то тяжелые у него эмоции на сердце, в голове какие-то туман, непонятности, неизвестность какая-то. В общем, что-то как-то неделька у него не задастся. В действиях, скорее всего, будут переживания, будет эмоциональность, мужчина будет нервный, мужчина будет такой вот достаточно агрессивный. Начало недельки будет для него сложное в отношениях с вами. Но сразу хочу обрадовать, что далее все должно более или менее встать на свои места. Ну, более или менее, не совсем прям вот положительно, не совсем прям вот прекрасно, шикарно, но более или менее все должно наладиться. Смотрите, и сигнификатор отношений на этой недельке карта Луна. Как я говорила, мужчина в таком непонятном, подвешенном состоянии. Внутри раздрайв, внутри шатания и метания, туманность. Мужчина
сам не знает, скорее всего, чего хочет, как хочет, куда хочет, с кем хочет. В общем, он немного запутался, и закроется он на этой недельке от вас, скорее всего. Сигнификатор мужчины на этой недельке — карта якорь. Но никаких особых действий от него ждать не приходится. Мужчина будет вести себя так, как и ведет себя постоянно. Тут такая заикаренность, неподвижность, некая такая уверенность. Знаете, мужчина будет верен сам себе. То есть ничего нового, ничего активного, ничего яркого от него ждать не приходится, потому что, да, и у него и его сигнификатор такой статично неподвижный, еще и ваши отношения на этой недельке, у нас карта Луна, да, такие туманные, непонятные. И в мыслях у него тоже такое ощущение, что мужчина четко вам будет показывать свои границы. Он не понимает вообще, что будет происходить. Ну вот, сложная такая туманная неделька. Скорее всего, его разум, его мысли заполонят какие-то другие мысли, он от вас закроется. Но как закроется? Скорее всего, просто не будет вам показывать, что у него на сердце, что у него на душе. Наденет маску и будет транслировать вам, что в принципе все у него нормально, все у него шикарно, но на самом деле, конечно, тут переживания, метания, и до конца он не будет с вами честен и не будет откровенен. Будет размышлять, будет планировать, будет анализировать, думать, как дальше вести себя, как дальше поступать, как дальше что развивать. Но это с одной стороны. А с другой стороны, понимать, что ему с вами хорошо, ему с вами комфортно, тепло, он уже привык. И вы с ним партнеры, и он знает, что вы подскажете, поможете, всегда будете рядом, но, видимо, на этой недельке ему этого будет недостаточно. Вот чего-то ему будет не хватать, он сам не будет знать, чего именно, и от этого, конечно, наденет маску, не будет с вами искренен, как я уже сказала, да, будет вам транслировать немного другое положение, нежели у него на сердце, в голове, на душе и во всех его частностях. На сердце карта крест, карта кольцо и карта букет. Вот опять же, с тяжелым сердцем мужчина на этой недельке, как-то ему все сложно, как-то ему все тяжело, как-то ему все вот некомфортно. Такое ощущение у него складывается, что отношения уже, знаете, вот бытовые. Такое ощущение, что как-то вот наскучили, что ли, ему такой вот бег по кругу и никаких перемен, никаких развлечений. И хочет он каких-то вот нового ветерка. Хочет он, чтобы свежий такой бриз задул в сторону ваших отношений с ним. Хочет легкости, хочет даже где-то романтики, хочет вам что-то предложить, вот, хочет флирта, хочет такой легкости, свиданий каких-то, может быть, куда-то вместе сходить. В общем, смотрите, да, карта крест, кольцо и букет. Может быть, хочет вам что-то предложить, чтобы как-то разбавить, чтобы как-то разнообразить отношения. Что-то, может быть, и предложит. Вот на сердце, по крайней мере, он это содержит и будет это дело обдумывать. Вот у нас карта корабль, да, и, скорее всего, может что-то даже запланировать. В действиях карта сердца, карта медведь и карта башня. Ну, вот здесь, конечно, он будет проявлять себя, проявлять весь свой характер, все свои капризы будет транслировать на вас, будет вам показывать свои негодования, будет показывать, что его не устраивает, что ему не нравится, с одной стороны. С другой стороны, сердце — это, конечно, у нас карта любви и привязанности. Также он будет понимать, что он к вам привязан, что ваши отношения ему дают некое такое тепло, некий такой уют, но в то же время он все равно закроется, он все равно не будет с вами до конца, как я уже сказала, откровенен и честен, будет держать в себе все свои переживания, все свои недовольства. Но в любом случае тут отношения, как бы вот не было туманно, как бы не было непонятно, да, что бы его не устраивало, он отношения
портить вот именно целенаправленно он не будет. Тут просто вот такие вот эмоции, которые он не сможет удержать в себе, он может и по отношению к вам проявить ну, что-то такое нервное, агрессивное, некрасивое. Планы. Карта сад, совы и всадник. Вот как я и сказала, может предложить вам куда-то вместе сходить. Какой-то новый ветерок, какое-то новое видение, веяние, заговариваюсь, привнести в ваши отношения, как-то их освежить. Будет, скорее всего, с вами даже это обсуждать. Ну вот свое предложение, да, куда-то вместе совместно сходить. Может быть, у вас с ним будет какой-то такой очень интересный, философский, мудрый разговор. Может быть, он что-то предложит такое, да, не знаю, какие-то перемены, какие-то новые как, господи, слово забыла. Сейчас, минутку, я сейчас сформулирую. Какие-то новые вот традиции, господи, элементарное слово, какие-то новые традиции привнести в ваши отношения. Может, вам предложат, там, я не знаю, на выходных все-таки проводить время больше совместно, уделять именно друг другу, именно там, я не знаю, не обращая внимания там, на семьи, на родных, а именно быть вместе с любимым мужчиной, с любимой женщиной. Потому что иногда быт у нас, да, забирает большую часть нашей жизни, и на личную жизнь зачастую, когда пара вместе давно, да, времени не хватает. Вот тут мужчина прям хочет чего-то новенького, хочет изменений. Но пока сам не знает, как этого добиться и что именно, каких именно изменений ему хочется. Но он это будет обдумывать, он это будет планировать, анализировать, и чтобы понять, да, как, что, где изменить. Вот такой у нас получился вариант номер 2 на этой недельке. Я вам желаю всего самого хорошего, благополучия, удачи, богатства, любви, здоровья и всего самого прекрасного и чудесного. Это была Астарта Сантья. Я с вами прощаюсь и перехожу к варианту номер 3. Ну что, троечки, смотрим вас. Неделька с 27 января по 2 февраля. Его мысли, чувства, действия и планы. Ну, в мыслях у него как-то ваши отношения обновить. И, конечно, тут присутствуют фантазии, связанные с интимом, с сексом, да, и все сопутствующее. Здесь хочется мужчине легких отношений, хочется таких вот эмоциональных, страстных отношений. Мужчина хочет также, скорее всего, либо ждет от вас каких-то действий в эту сторону, либо сам хочет вам что-то предложить, что-то изменить, какие-то новые предложения на ваш суд таки вынести. Он их обдумывает, что-то новенькое. У нас карта ребенок, карта всадник рядом. И, как я уже и сказала, да, тут мужчина планирует что-то вам предложить. И, конечно, секс тут играет немаловажную роль. Чувства, карта якорь, ключ и карта бланка мужчины. Но тут чувства такие крепкие уже, заякоренные, закорененные. Тут чувства, я бы сказала, даже давнишние. Тут такое ощущение, что троечки, вы вместе уже такое приличное время. И здесь мужчина хочет, да, обдумывать именно, видимо, какие-то некие свои интересы, связанные с вами, связанные со своими отношениями с вами. Тут такой немного эгоизм прослеживается в чувствах. Мужчина чувства хочет, оберегает, мужчина чувства к вам сохраняет, и ему они важны, ему они нужны. Но все это с точки зрения его интересов. Вот он хочет, вот он желает, чтобы отношения развивались и шли тем путем, которым ему удобно и которым он видит вообще, как должны ваши отношения развиваться. Но чувства здесь присутствуют, и причем такие давнишние, уверенные и достаточно крепкие.
Действие карта корабль, башня и крест. Ну, что хочу сразу сказать. Действия тут, конечно, будут, но какого рода? Тут больше такой вот прагматизм, тут какие-то такие больше деловые предложения. Ну, вот такое ощущение, да, что, например, если вы совместно работаете, или у вас как-то совместный бизнес, или у вас распределены так обязанности в вашей семье, в ваших отношениях, он их вам и будет транслировать, он и будет вам их показывать. И он их и будет выполнять. И такое ощущение, что вот конец недельки, вот настроение у него испортится, и он захочет одиночества, некой такой уединенности, захочет, знаете, как у мужчин бывает, да, какие-то неприятности, особенно неприятности, связанные, если с работой, да, с финансами, то мужчина вообще закрывается в своей пещерке, да, грубо говоря, как пишут в психологических книгах, да, и как-то абстрагируется от всех и находится сам с собой в своих проблемах, в своих заботах. И вот пока он не найдет выход из сложившегося положения, он оттуда не выходит и даже нос оттуда не кажет. Вот поэтому, дорогие мои, начало недельки, может быть, он какие-то там свои обязанности выполнять и будет, что-то может вам будет предлагать, что-то, какие-то совместные какие-то дела, ну, там что-то такое бытовое, элементарное, а потом ближе к середине, к концу недельки все, баста, он закроется и будет решать чисто свои проблемы, как я уже и сказала, да, скорее всего, связанные с работой и с деньгами. Сигнификатор мужчины на этой недельке – дерево. Вот что бы ни было, как бы ни происходили дела у него на работе, какие бы неприятности его не одолевали, все равно отношения с вами он будет растить потихонечку, взращивать, он будет как бы их направлять, он будет их, да, грубо говоря, удобрять, чтобы они росли, развивались, укоренялись, чтобы они давали уже свои плоды. Далее, сигнификаторы ваших отношений, карта медведь. Вот как я уже и сказала, да, он будет вести отношения мужчины, он будет их направлять в том русле, в котором ему удобно, проявлять свою силу, свою волю, свой интеллект. И, конечно, тут больше неделька будет такая у вас интуитивная. Отношения будут развиваться больше на инстинктах, на неких таких. Вот тут, как я уже и сказала, да, может быть и интим играть такую главенствующую роль на этой недельке. И его планы, карта звезды, мыши, рыбы. Ну, опять же, вот что-то он планирует, что-то он задумал, что-то он там себе придумал, но пока он понимает, что вот добиться того, чего он хочет, в ближайшее время не получится. На это нужно время. И вот он, скорее всего, будет заниматься, как я уже сказала, работой, будет тихо, мирно, тихим таким сапом добиваться своего. Тут такая вот мышиная возня, какие-то мелкие свои дела будет решать. И тут такая погруженность в работу, погруженность в финансы. Вот, короче, будет он на этой недельке заниматься, скорее всего, работой. И вот скажу вам прямо, да, когда мужчина в напряжении, да, когда у мужчины что-то не складывается, куда ему деть это напряжение? Легче всего, конечно, скинуть его либо в спортзале, либо, конечно же, это интим. Вот тут, скорее всего, мужчина поэтому и будет думать об интиме, о сексе и желать как-то сбросить вот это напряжение. И опять же, если, например, вы планируете детей, то тут мужчина будет думать и об этом деле. У нас карта все-таки змея, ребенок, да, и в чувствах, и вообще сигнификатор мужчины дерева, да, такое ощущение, что вы где-то планируете, и мужчина об этом думает, не хочет делать все, чтобы реализовать ваши планы, ваши мечты, и как-то, чтобы, да, этот ребенок появился, нужны финансы, нужно как-то обеспечивать семью, вас, ребенка и так далее. В общем, полон будет забот, полон будет хлопот, полон планов и желаний. Мужчина
со второго варианта. Вот так он у нас, такой вариант у нас вышел сегодня для троечек. Я вам желаю всего самого наилучшего. Будьте здоровы, будьте любимы, пусть все желания, планы, мечты, проекты реализовываются, исполняются. Пусть ваша жизнь будет прекрасной, чудесной, наполненной, полной любви, гармонии, процветания. Это была Астарта Сантья. Я с вами прощаюсь. Не забудьте заглянуть на мой новый канал. Всем пока!